Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в этом зале на творческом концерте заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля искусств Республики Алтай, профессора Института искусств Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова Павла Кима. Павла Кима знают в нашей республике практически все. Его большой вклад в развитие музыкального искусства Хакасии трудно переоценить. Именно он стоял у истоков ансамблей «Жарки» и «Ульгер». Среди его учеников выдающиеся артисты и деятели искусств. Он воспитал много талантливых музыкантов, будущих руководителей творческих коллективов, преподавателей детских музыкальных школ. Всю свою творческую жизнь Павел Ким изучает хакасский народный фольклор и на его основе создает не только учебный материал, но и концертный репертуар. И с огромным удовольствием, под ваши аплодисменты, я приглашаю на сцену заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля Республики Алтай Павел Ким. Ваши аплодисменты. Министру культуры Республики Хакасия Татьяне Владимировне Чаптыковой. Добрый вечер, Павел Михайлович. Знаете, сегодня у нас уникальная возможность приветствовать человека, выдающегося деятеля культуры, который представляет поколение наших отцов, великое поколение. По сути дела, он живой классик. И сегодня, спустя год, несмотря на то, что так обстоятельства сложились, что мы не отметили свой 80-летний юбилей, Павел Михайлович, фактически сегодня у нас есть возможность отметить 80 лет. Это замечательной, выдающейся жизни. Давайте поаплодируем 80 лет. Потому что они стояли у истоков создания нашей культуры. Он стоял у истоков основания нашей инструментальной школы, потому что, по сути дела, он стал первым дирижером, который возглавил наш оркестр народных инструментов. Вы вспомните ансамбль «Жарки». Это была целая эпоха. Он стоял у истоков создания нашей композиторской школы. Сегодня Павел Михайлович является членом Союза композиторов России и Республики Хакасия. Это десятки замечательных сочинений. Он стоял у истоков нашей педагогической школы, потому что он еще и выдающийся профессор, который воспитал более 50 учеников. Фактически он основатель нашей инструментальной школы. Он еще замечательный душевный человек, за которым тянутся молодые. И я думаю, что если и случится, что в нашей филармонии появится оркестр хакасских народных инструментов, он тоже активно очень сейчас участвует в продвижении этой идеи. Он один из выдающихся великих энтузиастов нашей культуры. И согласитесь, жанр сегодняшнего концерта тоже очень редкий, потому что все реже и реже, мы можем сказать, авторский концерт. Сегодня мы будем слушать произведения, которые написаны практически во всех музыкальных жанрах. От симфонической музыки до камерной музыки, инструментальной музыки. И сегодня фактически лучшие солисты и, конечно, наш замечательный симфонический оркестр будут принимать участие в этом творческом вечере. По сути дела, сегодня мы отмечаем юбилей нашего выдающегося мэтра. Пожелаем ему еще долгих-долгих лет жизни и вдохновенного творчества. Павел Михайлович, живите лет. Музыкальную культуру я вручаю благодарственное письмо Министерству культуры Республики Хакасия. Спасибо, Татьяна Владимировна. Слово предоставляется председателю Республиканского совета ветеранов Галине Алексеевне Трошкиной.
Это наше поколение. Поколение молодых, поколение энтузиастов, поколение тех, кто в течение всей жизни все свои силы отдал своему народу. Не иссяк источник энергии, Павел Михайлович, у вас в душе, в сознании, в теле. Да пусть он горит еще многие годы. Мы вас любим, мы вас уважаем. И я думаю, ваше имя, ваша заслуга и ваши дела останутся вечно в истории нашей республики. Я смотрю, грудь у вас пустая, наград нет. А вообще хотелось бы, чтобы на груди у вас была самая высшая награда республики за заслуги перед Хакасией. И Совет ветеранов готов поддержать университет, который должен представить, или Министерство культуры. Совет ветеранов сегодня вручает вам свою самую высшую награду – почетный ветеран Российской Федерации. Творческой жизни вам. Я еще хочу сказать, у него прекрасная жена Людмила, я вас поздравляю с сегодняшним концертом и с юбилеем. Я поздравляю двух прекрасных сыновей, гренадеров, талантливых. Зря вы не разрешили старшему петь. Он прекрасно поет, прекрасно играет на инструменте. Я думаю, и младший тоже самое. Так что они его любят, берегут, уважают. Он оставил все, что можно было настоящему мужчине на этой земле. Оставляет сыновей, будет у него много музыкальных произведений сегодня послушаем. И я думаю, еще будет, еще больше. Елена Трошкина, благодаря ей открыли филармонию. Когда приезжал первый секретарь Советского Союза Михаил Горбачев, и Галина Алексеевна была председателем правительства Республики Хакасия, смогла убедить, что Хакасии нужна филармония. Благодаря ей открыли филармонию. Для поздравления приглашается проректор по экономике Хакасского государственного университета имени Катанова Максим Григорьевич Боярский. Спасибо большое. Уважаемый Павел Михайлович, я горд и счастлив, предоставившейся мне честью от имени университета поздравить вас сегодня с этим событием. Я горжусь тем, что в нашем университете работаете вы, живая легенда нашей республики, нашей культуры. От всей души я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, творческих планов и, конечно, благодарных и талантливых учеников. От имени университета мы вручаем вам благодарность. Спасибо вам.
Практически во всех музыкальных произведениях Павла Кима звучат и слышимы хакасские народные мелодии. И сегодня у нас с вами есть прекрасная возможность окунуться в мир музыки хакасского композитора Павла Кима. Я приглашаю на сцену симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова. Наш концерт открывает произведение для симфонического оркестра «Тун-Пайрам» «Народный праздник». За дирижерским пультом автор Павел Ким. Хакасские эскизы.
Романа Саражакова, Алтын Чвязы, «Золотая степь».
контраст для скрипки с оркестром, соло на скрипке, заслуженная артистка Республики Хакасия Елена Штарк.
шаман.
Вершина Хан Сын. Соло для тромбона с оркестром. Солист Даниил Лыков, студент музыкального колледжа, класс педагога Николая Головатина.
воротах стоял. Павел Михайлович ему заколачивал. Слова Людмилы Окуневой «Моя земля, моя любовь». Солистка, народная артистка Республики Хакасия Мария Янзова. Дышит нами душистыми, степь июльская прогретая, из души с восторгом просится песня светлая, неспетая. Трепет трав не скошенный,
Рижской филармонии, дирижер Павел Ким. Нашу концертную программу продолжит произведение из недавно изданного сборника этюдов для Хомеса. Тарантелла – этюд для Хомеса с фортепиано. Исполняет ученица музыкальной школы №1 имени Александра Кинеля Ариса Баргаякова, класс педагога, заслуженного работника культуры Хакасии Марии Сартыковой, концертмейстер Лариса Киштеева. Прелюдия исполняет заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Лариса Киштеева.
Прелюдия номер 5 для фортепиано с оркестром. За роялем Лариса Киштеева, дирижирует Павел Ким.
Вальс. Слова Людмилы Окуневой «Признание». Поет Артур Марлужоков. Во
Здесь маги появляются, проспекты расширяются, строительные краны встают здесь во дворец. Роскошных жил стремишься ввысь, как России столица, огни твои, как звезды, сошедшие с небес. Все взлеты падения, все лучшие мгновения, мечты, дела, заботы, все сказано с тобой. Люблю твое цветение, людей, идей, кружение, ты город моей жизни. Ты О, милое воспоминание о том, чего уж в мире нет. О, дума сердца, упование на лучший, неизменный свет. Блажен, кто вас среди губящего волнения жизни сохранил, и с вами низость настоящего и пренебрег, и позабыл. Не знаю светлых вдохновений, когда воротится череда, но ты знаком мне, чистый гений, и светит мне твоя звезда. Пока еще ее сияние душа умеет различать, не умерло очарование, былое сбудется опять. Прелюдия скерца для флейты с оркестром. Солистка Марина Дорина.
Наш концерт продолжит две премьеры песен. Сейчас прозвучит песня на стихи Натальи Ахпашевой «Табуны мои степные», солист Артур Марлужоков. Будто ворона, горна
хорошее настроение.